Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приветствуем всех участников нашей сегодняшней информационной сессии, на которой мы представим общие результаты мониторинговых исследований готовности к проведению работы по формированию оценки функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципалитетов и на уровне образовательных организаций. Уважаемые коллеги, мы просим всех присутствующих обозначить в чате свое присутствие, указав свои фамилии, имя, отчество и организацию, которую вы представляете. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что все хорошо слышно и видно. Пожалуйста, обратную связь дайте. То все видно и слышно. Спасибо. Коллеги, если вы в данный момент не собираетесь ничего говорить в микрофон, пожалуйста, микрофончик держите отключенным, чтобы у нас посторонних шумов нам не мешали. Коллеги, у кого-то включен микрофон, который нам с вами мешает. Пожалуйста, микрофоны пока отключите. Спасибо. Итак, коллеги, я сейчас подключу демонстрацию презентации, и мы с вами начнем нашу информационную сессию. Итак, коллеги, видна ли презентация? Должно быть хорошо видно. Коллеги, пожалуйста, кто не говорит, микрофончики включайте. Школа, пожалуйста, отключите микрофончик. Итак, коллеги, напоминаем о том, что с 20 января по 28 коллеги, у кого-то включен микрофон, который мешает нам сейчас с вами слушать. Все лишние шумы отключились. Итак, коллеги, с 20 января по 28 коллеги, я прошу отключить микрофоны всем, кто сейчас с нами не работает. Звук плохой, конечно, потому что включены микрофоны. Итак, коллеги, прошу пока микрофоны не включать. Еще у кого-то микрофон включен. Наталья Рубцова, я вас отключаю. Да, включите по микрофону. Тут проблема что-то с интернетом. У нас тоже интернет не работает. Сейчас пойду, посмотрю, может где-то. А если отключить микрофон? Так, слушаюсь, Кулом, я ваш микрофон отключила принудительно.
Итак, коллеги, надеюсь, что сейчас нам уже ничего не помешает, и мы с вами сможем обсудить предварительно основные общие итоги наших с вами мониторингов. С 20 января по 28 февраля представители муниципальных органов управления образования принимали участие в оценке готовности к формированию функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне. Да? И они заполняли анкеты в электронной форме на основе тех чек-листов, которые нам были рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации. Коллеги, вот сейчас, пожалуйста, отметьте, звук хороший, нормальный. Коллеги, отметьте, пожалуйста, в чате, все ли хорошо со звуком. Угу, хорошо, да, то есть отключились все лишние микрофоны, и у нас с вами все хорошо. Итак, важно было, что от каждого муниципального образования должна была быть заполнена только одна анкета. Цель нашего мониторинга заключалась в том, чтобы оценить готовность муниципальных образований в целом, да, к проведению исследования ПИЗа. И при необходимости определить те направления, по которым нужно будет скорректировать муниципальный план мероприятий, которые направлены на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 4 основных раздела в анкете были предложены коллегам. Это общие сведения, организационные мероприятия, подготовка педагога и работа с обучающимися. И при ответе на некоторые вопросы необходимо было прикрепить соответствующие документы, либо ссылку указать. В анкетировании приняли участие представители всех органов управления образованием, всех 20 муниципальных образований республики. При этом коллеги отметили, что на уровне муниципального образования сформирована модель управления деятельностью по формированию функциональной грамотности обучающихся в 11 муниципальных образованиях и представлены соответствующие документы, приказы и другие. Здесь вы видите красный список тех муниципалитетов, которые отметили, что у них пока такая модель еще не сформирована. Да? То есть это вот те муниципалитеты, которые по итогу должны принять управленческие решения и соответствующую модель сформировать. Это Книж-Павловский, Усть-Куломский, Прилузский, Сыктывдинский, Иженский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Кировский и Ударский районы. На уровне муниципальных образований созданы координационные группы управления процессом формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Это отметили 14 муниципальных образований и представили соответствующие документы. Не представлены документы о том, что создана соответствующая группа, то есть не указано, что такая группа сформирована на уровне муниципального образования в следующих муниципалитетах. Это Книж-Павловский, Усть-Куломский, Иженский, Вуктыл, Кайгородский и Инта. В 8 муниципалитетах на уровне муниципального образования созданы методические группы, то есть работают муниципальные тьюторы по направлениям функциональной грамотности, либо по учебным предметам, и представлены соответствующие документы, приказы. Но в 12 муниципалитетах такие методические группы пока еще на дату закрытия анкетирования не были созданы. Это Книж-Павловский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Иженский, Вуктыл, Троицко-Печорский, Кировский, Кайгородский, Инта, Ударский, Сосногорский, Усть-Цивильский. Да, вот такой красный список тех муниципалитетов, которые на дату отправки анкеты соответствующую организационную работу пока еще не провели. Да, мы надеемся, что вы уже приняли соответствующие управленческие решения, и такая методическая группа в ваших муниципалитетах уже появилась, либо в ближайшее время она будет создана. Важный момент – это, конечно, наша с вами информационная деятельность. И на сайтах управления образованием в 16 муниципалитетах создан специальный раздел, посвященный вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, либо размещена ссылка на республиканский портал и представлены подтверждающие ссылки. И опять у нас тут включенным. Отвлекает. И, пожалуйста, если вы включились нас послушать, то не включайте микрофон. Итак, на сегодняшний день, на дату, да, когда были представлены анкеты, не было таких разделов, либо ссылок на соответствующий раздел, создано в муниципальных районах Усть-Куломский, Печора, Кировский и в Инте. Важный момент – это обеспечение организации мониторинга. Так, коллеги, что-то у нас презентация не видна, да? Так, минутку, сейчас переключусь.
Так, презентация. Проверьте, что вас зовут. А, я выключила. 40-я есть. Так, коллеги, пожалуйста, микрофон отключаем. Коллеги, еще раз прошу, следите, пожалуйста, за своими микрофончиками. И если вы не говорите, то микрофон, пожалуйста, отключайте. Так, организация мониторинга диагностики функциональной грамотности обучающихся организована в 15 муниципальных образованиях, да, и представлены соответствующие документы, приказы, либо письма, которые были направлены в образовательные организации. Не проведена соответствующая работа, и муниципалитеты находятся в красном списке. Это Княжпогосский, Ухтыл, Троицко-Печорский, Карткировский и Ударский. Контроль организации мониторинга диагностики профессиональных компетенций педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Институте развития образования в январе 2022 года обеспечен в 15 муниципальных образованиях. Из них в 14 представлены соответствующие документы. Не организована данная работа в Княжпогосском, Прилузском, в Ухтыле, Троицко-Печорском и Карткировском муниципальных образованиях. Коллеги, мне приходится отвлекаться на то, чтобы выключать лишние микрофоны. Пожалуйста, следите за своими микрофончиками, чтобы не мешать общему нашему звуку. Важный момент в правильной организации нашей с вами работы по формированию оценки функциональной грамотности – это своевременное информирование родителей и общественности по вопросам формирования оценки функциональной грамотности в муниципальных средствах массовой информации, либо через официальные аккаунты муниципальных органов управления образованием в сети интернет. Такая работа организована в 8 муниципальных образованиях. И здесь мы видим уже не красный список, а зеленый список. В Прилузском районе проведены родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей. В Сыктывкаре представлен раздел для родителей на сайте, на котором много разнообразных материалов приведено. В Воркуте проведен единый методический день с участием родительского актива. В Печоре проведено родительское собрание в школе номер 3 и в гимназии номер 1. В Ухтыле отмечено, что работа проведена, но примеры мероприятий, к сожалению, не указаны. В Усинске приведены новости из общеобразовательных организаций о работе точек роста, мероприятия в рамках предметной недели, круглые столы по вопросам преемственности и другие мероприятия, и соответствующие ссылки на сайте и на группе в социальной сети приведены. В Сосногорске представлен раздел на сайте с соответствующими материалами, и в Усть-Целинском приведены ссылки на раздел на сайте и группу в социальной сети. Коллеги, я надеюсь, что другие муниципальные образования эту работу тоже уже организовали. Если еще это не организовано, то, пожалуйста, примите соответствующие управленческие решения с тем, чтобы данную деятельность по информированию родителей и общественности по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности реализовать в своих муниципальных средствах массовой информации и официальных аккаунтах муниципальных органов управления образованием. Система поддержки педагогических работников по включению в календарно-тематическое планирование и поурочные планы занятий учителей, заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся представлена в 5 муниципальных образованиях. Зеленый список здесь представлен. Здесь указаны примеры мероприятий и ссылки на методические материалы. Это коллеги из Сыктывдинского района указали, из Усинска, из Карткировского, Сосногорского и Усть-Целинского района. Еще один важный момент. На уровне муниципалитетов актуализированы планы работы муниципальных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности. Сделано это в 7 муниципальных образованиях и представлены ссылки на соответствующие документы. Это такие муниципальные районы, как Прилузский, Сыктывдинский,
Усть-Вымский, Сысольский и городские округа Сыктывкар, Воркута, Усинск. Организовано проведение массовых мероприятий на муниципальном уровне по формированию функциональной грамотности обучающихся. В 4 муниципальных образованиях соответствующие мероприятия были приведены в анкетах, которые заполняли наши коллеги и представители муниципальных органов управления образованием. В Сыктывкаре большой план, 44 мероприятия на 2022 год. Из них наибольший интерес вызывает муниципальный конкурс решения жизненных задач «Компас», муниципальный конкурс «Решаем интересные задания по типу международных исследований среди обучающихся 3-4 классов», муниципальная олимпиада по финансовой грамотности, муниципальная олимпиада по математической грамотности «Учимся для жизни», муниципальный конкурс проектов по изготовлению самодельных приборов «Живая физика», муниципальный метапредметный марафон среди учащихся 7-8 классов и другие мероприятия. В Воркуте проводится неделя школьных наук. В Печоре прошла метапредметная олимпиада для учащихся 4 классов по русскому языку, математике и окружающему миру с включением заданий по функциональной грамотности. И в Усинске представлена муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в науку». Коллеги, я, конечно, понимаю, что во многих муниципальных образованиях подобные мероприятия проводятся, но, к сожалению, в своих анкетах вы их почему-то не указали, возможно, забыли, возможно, посчитали, что ваши мероприятия не имеют отношения к задачам формирования и оценки функциональной грамотности. Итак, коллеги, на уровне муниципальных образований мы с вами должны принять соответствующие управленческие решения. Это выстроить непосредственно всю систему, которая направлена на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. Если еще ваш план работы не актуализирован, не приведен в соответствие с планом работы на уровне республики, то необходимо это сделать, выстроить его по направлениям. Организационная деятельность, работа с педагогами, работа с обучающимися. Очень важно все это отразить в своих планах работы и, конечно, соответствующие мероприятия осуществлять. Второе исследование проводилось на уровне образовательных организаций с 20 января по 3 февраля 2022 года. Руководители муниципальных и государственных общеобразовательных организаций заполняли анкеты в электронной форме на основе чек-листов, которые рекомендованы были Министерством просвещения Российской Федерации. От образовательной организации, коллеги, важно было заполнить только одну анкету, причем заполнить ее должен был именно руководитель. Есть такие образовательные организации, в которых несколько педагогов заполнили анкету. Анализировать было очень сложно, поскольку педагоги, они, конечно, не всегда в курсе всех тех управленческих действий, которые осуществляет непосредственно руководство образовательной организации. Поэтому, коллеги, анкеты, заполненные учителями, они не учитывались в общем количестве анкет и не повлияли на общие результаты анкетирования. То есть мы анализировали только те анкеты, которые были представлены руководством образовательных организаций, директором либо заместителем директора. К сожалению, тоже не все коллеги, которые заполняли анкеты, указали свои должности. И иногда нам приходилось либо узнавать у муниципального координатора, является ли заполнивший анкету человек руководителем образовательной организации, либо заместителем, либо искать на сайте, устанавливать соответствие между фамилией участника анкетирования и руководством образовательной организации, обозначенной на сайте, коллеги, что, конечно, усложнило работу по анализу ваших анкет. Анкетирование проводилось для того, чтобы оценить готовность образовательной организации к исследованию ПИСа и скорректировать план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. В анкете было представлено 5 разделов. Это общие сведения, это организационная деятельность, это раздел по подготовке педагогов, раздел по работе с обучающимися, и еще один раздел – это педагогические технологии и представление опыта. Также при ответе на вопросы необходимо было прикрепить соответствующие документы, либо указать ссылку на данные документы. И, конечно, обращаю внимание, что прежде всего анкета была направлена на проведение такого самоанализа деятельности образовательной организации. Да? То есть, если пока еще не все у вас заполнено на данный момент, то необходимо запланировать свою деятельность дальнейшую
по коррекции своих действий, по выстраиванию планов и включению у них необходимых мероприятий. Коллеги, мы сейчас на примере одного из муниципалитетов достаточно подробно рассмотрим результаты. Они, в принципе, во многом типичны для большинства муниципалитетов, для большинства муниципальных образовательных организаций. Ну и давайте проанализируем анкету города Инты. В Инте в анкетировании приняли участие 11 образовательных организаций, то есть все 100% образовательных организаций. Схема управления на данный момент, на момент заполнения анкеты, сформирована в 11 образовательных организациях, приведены соответствующие ссылки на документы. Также во всех 100% образовательных организаций сформирована координационная группа управления, но методическая группа по видам функциональной грамотности учебным предметам сформирована только в 9 образовательных организациях. И вот здесь мы видим красный список, это те организации, которые пока еще данную работу не осуществили. Это СОЖ села Косьевом и гимназия номер 3. Поэтому, коллеги, если сегодня присутствуют у нас представители данных образовательных организаций, то первое управленческое решение, которое вам необходимо принять, это сформировать соответствующую методическую группу по видам функциональной грамотности, либо по учебным предметам. И внутришкольный план мероприятий на момент заполнения анкеты был сформирован в 10 образовательных организациях. СОЖ села Косьевом на момент заполнения анкеты внутришкольный план мероприятий еще не сформировал. Поэтому, коллеги, для вас первое управленческое решение – это сформировать соответствующий внутришкольный план мероприятий на основании того муниципального плана, который вам передан из управления образованием. И с учетом тех направлений, которые у нас в анкете представлены, да, и тех задач, которые проверялись, выполнение которых проверялось в данном анкетировании. Да? То есть вы для себя по итогам анкетирования определили те направления, которые пока у вас еще не закрыты, да, по которым у вас пока еще стоят нули. Именно эти направления вам необходимо взять в работу и соответствующие управленческие решения принять. В образовательных организациях должны быть внесены определенные изменения в нормативную базу в связи с реализацией задач по формированию функциональной грамотности обучающихся. Данная таблица, она составлена на основе анализа анкет образовательных организаций Инты, муниципального образования городского округа Инта. И здесь у нас появились такие вот красные пятна, да, огоньки, которые обозначают те образовательные организации, в которых данная работа не проведена. Да? То есть это вот те наши с вами горячие точки, на которые мы должны обратить внимание. То есть должны быть внесены определенные изменения во внутреннюю систему оценки качества образования образовательной организации. Это не сделано пока еще в 3 школах Инты. В основной образовательной программе соответствующие изменения тоже должны быть обозначены. В учебном плане, в рабочих программах педагогов, в плане методической работы. Ну, как видим, да, в плане методической работы у большинства изменения соответствующие внесены, да, и работа по формированию функциональной грамотности обучающихся, она отражена. В плане мониторинга соответствующие изменения тоже должны появиться. В плане воспитательной работы мы видим, что здесь образовательные организации, Инты, они и в план воспитательной работы тоже изменения внесли. Не все образовательные организации других муниципалитетов это сделали. Да? То есть наименьшие изменения внесены были именно в учебный план основной образовательной программы и в план воспитательной работы в образовательных организациях, если говорить в целом по республике. И также другие какие-то изменения тоже могли быть внесены. Вот СОЖ номер 10 города Инты отметила, что у них внесены также изменения в планах работы кадетских классов. Важный момент – это раздел «Подготовка педагогов». На данном слайде мы видим, как организовано участие педагогов в мониторинге, диагностике и готовности к участию в исследовании ПИЗа и в обучении на курсах повышения квалификации. 6 образовательных организаций Инты в мониторинге организовали участие, но вот красный список – это несколько организаций, которые пока это не сделали. Но, к сожалению, уже не успели.
При этом в таблице указано также число педагогических работников, которые приняли участие в обучении. В первом столбике это информационно-методический модуль, который предлагал институт. Да? Есть ссылка на портале. Школа современного учителя. Второй столбик – это курсы, которые проводились Академией Министерства просвещения Российской Федерации. Тоже видим, да, что некоторые школы направили своих представителей, кто-то этого не сделал. И курс также Академии Министерства просвещения, который проводился в 2020 году, совершенствование предметов и методических компетенций педагогов, в том числе формирование функциональной грамотности. Также видим, да, что не все образовательные организации своих педагогов на данное обучение направляли. Ну, примерно такая же картина складывается и в других муниципалитетах, в других образовательных организациях. Есть школы, в которых вообще никто из педагогов не принял участие в обучении. Есть школы, которые направляли своих педагогов на все три указанные программы. Есть те, которые приняли участие только в некоторых программах обучающих. Важно, чтобы в образовательной организации были организованы мероприятия для педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. В данном случае в ИНТИ мы видим, что достаточно неплохо коллеги используют различные формы данных мероприятий. Да? Помним, да, что красный означает, что это не организовано. Это огонечек, да, это горячая точка, над которой необходимо работать. В большей степени используются педсоветы и заседания методических объединений. В меньшей степени задействованы методсоветы. Но коллеги удивляют, что в некоторых муниципалитетах, а таких достаточно много, не задействуется потенциал такой формы, как семинары практикумы, на которых как раз педагоги могли бы обучаться тому, как формировать задания по функциональной грамотности, как эти задания встраивать в систему своей работы, в свои уроки, в свои внеурочные занятия и в свою воспитательную практику. Вот в ИНТе, в принципе, неплохо данная форма задействована. Раздел работы с обучающимися. Коллеги, во многих муниципалитетах данный раздел вызывает определенную тревогу. Здесь мы видим, что есть образовательная организация, которая вообще не организовала участие обучающихся в мониторинге готовности к участию в исследовании ПИЗа ни по одному из направлений функциональной грамотности. Стоит все по нулям. Но радует, что большинство образовательных организаций все-таки подобную работу провели, и есть образовательные организации, которые провели данную диагностику по всем направлениям функциональной грамотности. Важный раздел, который помогает нам проанализировать, как выстраивается работа в образовательной организации, это раздел педагогических технологий и представления опыта. Один из вопросов, который в данном разделе был представлен, касался использования в работе учебно-методических материалов, ориентированных на формирование функциональной грамотности обучающихся, размещенных в различных банках заданий. В данном случае мы видим, что педагоги ИНТы в большей степени используют материалы, представленные на сайте ФИОКа. Чуть меньше это задания, представленные по естественно-научной грамотности на сайте ФИПИ, и задания, которые размещены в банке заданий на портале Института стратегии развития образования РАО. В основном это вот три основных банка заданий, которые большинство используют. Да? В данном случае мы видим по ИНТе достаточно неплохо педагоги владеют информацией о данных банках заданий и в своей образовательной практике их используют. В меньшей степени во всех муниципалитетах у нас задействованы издания издательства просвещения, книги из серии «Учимся для жизни». И некоторые образовательные организации также отмечали еще в разделе «Другое», например, использование заданий Яндекс.Учебник, использование заданий Учи.ру, но таких очень немного. Хотя наверняка в практике вы это используете, просто забыли здесь указать. Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, это какие технологии используют
педагоги для формирования функциональной грамотности обучающихся. Вот здесь они в табличке пронумерованы, и справа расшифровка идет. Да? То есть больше всего педагоги используют, конечно же, технологии проектной и исследовательской деятельности. Чуть менее задействованы в данном случае по ИНТЕ технологии с использованием информационно-коммуникационных технологий и методик формирования навигационных навыков работы с информацией с помощью компьютера. В меньшей степени задействована модульная технология, кейс-технология и другие технологии. Упоминали также технологии проблемного обучения, технологию смешанного обучения, перевернутый класс. Ну, единицы образовательных организаций данные технологии упоминали. Для того, чтобы наша с вами деятельность по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся была эффективной, мы должны с вами включать задания соответствующего характера в различные виды учебной деятельности. Большинство учителей используют данные задания на уроках. В ИНТЕ также достаточно активно педагоги включают подобные задания во внеурочную деятельность. Ну, почему-то во многих образовательных организациях, в том числе и в ИНТЕ, да, мы видим, что в меньшей степени задействовано включение данных заданий в состав домашнего задания и в задания для проверки и контроля. Хотя вот здесь, конечно, у нас с вами имеется очень хорошая возможность для того, чтобы подобное задание можно было включить, предложить ребятам для решения, может быть, для групповой работы, домашнее задание организовать в групповом формате и использовать на этапе проверки и контроля. Также касаемо технологий был еще вопрос, который изучает возможности использования педагогами различных элементов формирующего оценивания. В большей степени педагоги отмечают, что используется обратная связь, используется критериальное оценивание. В меньшей степени используется рефлексия и и взаимооценивание. В данном случае в ИНТЕ мы видим, что педагоги этот элемент формирующего оценивания достаточно активно используют, самое взаимооценивание, но в других муниципалитетах по данному элементу меньше белых ячеек и больше красных пятен, да, которые вызывают опасения, и мы предполагаем, что педагоги недостаточно владеют данными элементами формирующего оценивания. И также технологии сотрудничества в некоторых муниципалитетах используются более активно, в других менее активно. Но вот в ИНТЕ мы видим, что технология сотрудничества она находится на последнем месте среди других элементов формирующего оценивания. Так, коллеги, ну вот мы подробно с вами просмотрели технологии, которые используются педагогами ИНТы. Так, опять нас что-то из презентации с вами выбило. Возвращаемся. И мы с вами видим, что есть над чем работать. Мы понимаем, какие именно управленческие решения необходимо принимать в каждой образовательной организации. Это управленческие решения, которые связаны с использованием разнообразных современных технологий. Это управленческие решения, которые связаны с организацией диагностики обучающихся. Это управленческие решения, которые направлены на повышение профессиональной компетенции педагогов. Давайте посмотрим, что у нас творится в других муниципалитетах. Да. Общие здесь мы только результаты представим и на некоторых, может быть, таких вот самых острых моментах остановимся. Так, в Воркуте 15 образовательных организаций приняли участие в анкетировании, все 100%. И во всех образовательных организациях управленческая деятельность осуществлена на высоком уровне. Да. То есть во всех организациях представлена схема управления, во всех организациях сформирована координационная группа управления, создана методическая группа по видам функциональной грамотности по учебным предметам и сформирован внутришкольный план мероприятий. Коллеги, обращаю ваше внимание, что во всех образовательных организациях представлены ссылки на соответствующие документы. В некоторых других муниципалитетах были такие образовательные организации, которые отвечают «да», но при этом не приводят соответствующие ссылки на документы. То есть ячейки со ссылками на документы вообще пустые.
таком случае мы не можем оценить, насколько достоверно у вас данные решения осуществлены на базе ваших образовательных организаций. В Уктыле в анкетировании приняли участие 3 образовательных организации, но при этом организационная деятельность осуществлена пока только в 2 образовательных организациях. В СОЖ Дутова необходимо принять управленческие решения и сформировать соответствующую схему управления, создать координационную группу, методическую группу и сформировать внутришкольный план мероприятий. С этого начать свою деятельность, чтобы далее все системно представить. Некоторые отдельные элементы деятельности школы Дутова представлены по другим направлениям работы, но системности нет, потому что не сделан первый самый главный шаг, да, не сформирована схема управления, не сформирован внутришкольный план мероприятий. В Сыктывкаре в анкетировании приняли участие 36 образовательных организаций, 100%. Схема управления сформирована в 36 во всех организациях, и план мероприятий также во всех образовательных организациях сформирован. Но координационная группа управления не сформирована на момент заполнения анкеты в школе номер 18, и методическая группа не сформирована в школе номер 1 имени Куратова, в школе номер 18 и в школе номер 34. Да? То есть вот этим образовательным организациям необходимо принять соответствующие управленческие решения и сформировать по возможности методическую группу, а координационная группа управления, она обязательно должна быть сформирована в образовательных организациях. В Усинске в анкетировании приняли участие 12 образовательных организаций, это 100%. Схема управления координационной группы представлена во всех образовательных организациях, соответствующие документы представлены. Методическая группа только в 11, да, отсутствует соответствующая методическая группа в школе номер 1, и внутришкольный план мероприятий не представлен школами Денисовки и Захар-Вань. Вот эти 2 школы, Денисовка и Захар-Вань, коллеги, они вызывают большие опасения по практически всем направлениям мониторинга, да, поскольку в этих школах недостаточно используются возможности организации методических мероприятий для педагогов. Мы видим, да, что практически у Денисовки все красное, да, не используются ни педсоветы, ни методические дни, ни семинары, ни методсоветы. Захар-Вань только педсоветы отметил как форму, которая используется для работы с педагогами. Коллеги, если здесь есть у нас представители управления образования Усинска, наверняка есть, да, пожалуйста, обратите внимание на эти школы. И по многим другим направлениям деятельности, в Инте представляли, да, эти школы, Денисовка, Захар-Вань, где-то еще Парма, они вызывают тревогу, потому что не используются возможности и банка заданий электронного, не организована диагностика обучающихся, не используются банки заданий ни ФИОК, ни ФИПИ, ни ИСРО-РАО. При этом коллеги в нескольких местах отмечают, что у них слабый интернет. Но мы же с вами понимаем, что интернет – это не самое главное, не самое важное в том, чтобы организовать работу по формированию функциональной грамотности. Мы же можем распечатать материалы из банка заданий на сайте ИСРО-РАО и работать с распечатками с ребятами. Нет необходимости все это делать непосредственно на сайте. Мы можем распечатать задания из банка на сайте ФИОКа и тоже с ними работать непосредственно в бумажном варианте. Коллеги, пожалуйста, если управление образования Усинска нас слышит, обратите внимание на данные образовательные организации. Так, опять у нас у кого-то включен микрофон. Сейчас всех подключаем. Продолжим нашу работу. Ухта. В Ухте из 24 образовательных организаций участие в анкетировании приняли 22 образовательные организации. Так, тут вот опечатка у нас стоит. Не 100% это, конечно, будет, это будет около 90%. Не приняли участие школа номер 18 и школа номер 32.
И далее, коллеги из Управления образования Ухты, пожалуйста, обратите внимание, что есть проблемы уже на первом шаге, на шаге организационных мероприятий. Схема управления из 22 участников анкетирования представлена только в 15 образовательных организациях. И вот в красном списке мы видим те школы, в которых данная схема не представлена. Школа номер 17, номер 3 имени Алексеева, номер 10, номер 8, номер 31, номер 15 и вечерняя смена общеобразовательная школа. Координационная группа управления тоже только в 15 образовательных организациях создана. Но здесь есть какие-то у нас изменения в списке школ, которые не представили соответствующую информацию. Методическая группа по видам функциональной грамотности сформирована только в 12 образовательных организациях. И внутришкольный план мероприятий в 16 образовательных организациях. Уважаемые коллеги, те школы, которые сейчас здесь находятся в красном списке, для вас первый шаг, который вам необходимо сделать, первое управленческое решение, которое необходимо руководству школ принять, это создать схему управления процессом формирования оценки функциональной грамотности, сформировать внутришкольный план мероприятий и обозначить координационную группу и методическую группу. Потому что именно с этого все начинается. Отдельные элементы системы у вас присутствуют, но системная работа, она не выстроена на уровне муниципалитета, на уровне образовательных организаций. Ижемский. Из 18 организаций приняли участие в анкетировании только 15, это 84%. 3 школы, Бриколанская СОЖ, Вертепская ООШ и Усть-Ижемская ООШ не приняли участие в анкетировании. Ну, коллеги, видим, что этот муниципалитет вызывает очень серьезную тревогу, потому что из 15 образовательных организаций, принявших участие в анкетировании, только в 6 сформирована схема управления и только в 5 представлен внутришкольный план мероприятий. По схеме управления у нас красный список представлен, да, те школы, которые не представили. По остальным направлениям мы уже здесь представили зеленый список, то есть это те организации, в которых данная работа осуществлена и соответствующие документы представлены. То есть координационная группа только в 2 образовательных организациях сформирована. В Мохчинской школе и в Властинской школе. Методическая группа только в Мохчинской школе сформирована. Все остальные 14 участников анкетирования данную работу не провели. Внутришкольный план мероприятий только в 5 образовательных организациях сформирован. Мохчинская, Ижемская, Красноборская, Ластинская и Томская школа. Остальные образовательные организации в ближайшее время должны принять управленческие решения и сформировать схему управления процессом формирования оценки функциональной грамотности, создать координационную группу, методическую группу и сформировать внутришкольный план мероприятий, приступить к его осуществлению. Серьезное опасение у нас вызывают школы Ижемского района и по другим направлениям. Вот раздел «Подготовка педагогов». Мы видим, что эти школы очень неактивно участвуют в обучении, повышении квалификации. Только Машьюкская школа направила своих представителей к участию в изучении информационно-методического модуля института. В школе современного учителя приняли участие и приняли участие в курсе совершенствования предметов и методических компетенций, в том числе функциональной грамотности. Последние 2 курса, да, они организованы были Академией Министерства просвещения Российской Федерации. Мы на уровне республики учителей на данные курсы направляли. И есть школы, которые вообще не принимают участие в обучении. Мы видим, здесь у нас обозначены Диюрская, Мохчинская, Кельчеюрская, Коинская, Ластинская. Коллеги, возможно, конечно, что данная информация не совсем соответствует действительности, но все это по итогам заполненных вами анкет. Мы полагаем, что, конечно, в информационно-методическом модуле приняли участие учителя практически всех образовательных организаций, но в данном случае, значит, руководство не владеет точностью всей информации о том, как и где проходит обучение по функциональной грамотности их учителя. Также, коллеги, серьезное опасение вызывает работа с обучающимися.
Видим очень много красных пятен. Не организована диагностика обучающихся по функциональной грамотности. Более половины школ Ижевского района. Диюрская СУШ, все по нулям стоит. Гамская, Бакуринская, Машюкская, Кельчеюрская, Сизябская, Щелеюрская, Кипеевская. Ну, Ластинская, тут, в принципе, ее можно не учитывать, потому что у них нет 8-9 классов. Но остальные школы, коллеги, это, конечно, работа должна быть серьезно организована уже в ближайшее время. И здесь положительно хочется отметить Томскую школу, которая включается их обучающихся в диагностику по разным направлениям функциональной грамотности. И другие школы, которые хотя бы по отдельным направлениям соответствующую работу организовали и провели. Почему важно провести диагностику готовности обучающихся? В ходе диагностики мы с вами выявляем те дефициты, те пробелы в знаниях, которые у обучающихся по данным направлениям на данный момент существуют. Да? И именно на основе анализа результатов диагностики мы с вами должны выстраивать нашу деятельность. Не зная, чего ребята достигли на данный момент, выстраивать с ними работу, конечно, затруднительно. Книжпогосский район. В Книжпогосском районе 100% образовательных организаций приняли участие в анкетировании. Это 6 образовательных организаций, но при этом мы видим, что управленческая работа, она еще пока недостаточно активно ведется в образовательных организациях. Схема управления только в 3 школах представлена, не представлена, вот красный список у нас, это СОШ Серегова, Шошка и Чинья-Ворог. Координационная группа только в 2 школах представлена и не представлена в Серегово, Шошке, Чинья-Ворог и Синдер. Аналогично в этих же школах не сформирована методическая группа и не сформированы внутришкольные планы мероприятий. То есть для этих школ первым шагом принятия управленческих решений является создание схемы управления, назначение координационной группы, методической группы и составление внутришкольного плана мероприятий. Отдельные, конечно, виды работ проводятся в образовательных организациях Книжпогосского района, но тем не менее системность она будет только тогда, когда вы выстроите все, начиная именно с первого шага, да, с выстраивания схемы управления и составления внутришкольного плана мероприятий. В Кайгородском районе 6 образовательных организаций приняли участие в анкетировании, все 100%. Но здесь тоже есть еще над чем поработать. Схема управления не представлена в школе Кажема. Координационная группа не представлена в Кажеме и в Гриве. Методическая группа Кажем, Кайгородок и Грива. И внутришкольный план мероприятий на сегодняшний день пока не представлен в школе Кажема и в школе Гривы. Коллеги, если здесь присутствуют представители управления образования Кайгородского, пожалуйста, обратите внимание на данные образовательные организации. Помогите им осуществить вот этот самый первый шаг, сформировать необходимые документы, схему управления, внутришкольный план мероприятий. Короткировский. Из 15 образовательных организаций в анкетировании приняли участие только 13 школ, это 87%. Не приняли участие школы Намска и Большелуга. Из 13 образовательных организаций, принявших участие в анкетировании, схема управления представлена в 12 образовательных организациях, в большинстве представлены соответствующие ссылки на документы. Не представлена схема управления в СОШ Мордина. В 10 организациях создана координационная группа. Отсутствует на момент заполнения анкеты соответствующая группа в Мордина, Короткиросе и Приозерном. Методическая группа только в 7 образовательных организациях, то есть в 5 ее пока еще нет на данный момент. И внутришкольный план мероприятий в 11 из 13. Не представлен внутришкольный план мероприятий Мордина и Приозерном. Работа, в принципе, на уровне муниципалитета выстраивается. Достаточно неплохо организации принимают участие по всем направлениям работы, но, тем не менее, есть еще
в каких направлениях активизирует свою деятельность. Печора. В Печоре в анкетировании приняли участие 14 образовательных организаций, то есть всей 100%. Но при этом мы видим, что схема управления только в 9 организациях, координационная группа тоже только в 9 организациях, методическая группа только в 6, то есть меньше половины, и внутришкольный план мероприятий только в 10 образовательных организациях. Коллеги из Управления образования города Печоры, если вы сегодня с нами, пожалуйста, тоже обратите внимание на данные школы, которые здесь в красном списке у нас стоят. Это школа номер 2 имени Стенина, СОШ номер 9, 83, 53. Это вот те школы, у которых наибольшее количество проблем по управленческому направлению. И очень важно этим школам принять управленческие решения именно на первом шаге, да, на шаге формирования схемы управления, создания координационной и методической группы и формирования внутришкольного плана мероприятий. Прилузский район. Вот Прилузский район вызывает у нас самые большие опасения и тревоги, потому что из 9 образовательных организаций в анкетировании приняли участие только 4 образовательные организации, то есть меньше половины, 44%. Лойма, Спас-Поруб, Черемуховка, Якуньоль, Гурьевка проигнорировали проведение анкетирования. Но я, конечно, предполагаю, что, возможно, до них не дошла информация через Управление образования об участии в анкетировании, поскольку мы свою информацию направляем прежде всего сначала руководителям Управления образования, и информация была направлена всем муниципальным координаторам. То есть здесь очень важно, как срабатывает муниципальный координатор на уровне муниципалитета со своими школами. Коллеги, посмотрите, схема управления только в одной школе представлена. Это школа Летка. Координационная группа, методическая группа, внутришкольный план мероприятий в тех 4 школах, которые анкету заполнили, отсутствуют. Это вот тот муниципалитет, в котором необходимо системную работу выстраивать. Мы видели на предыдущих слайдах, что сам муниципалитет отрабатывает неплохо. Свою анкету заполнили, указали, что мероприятия проводятся. Но мы видим, что в школах обстановка, она, конечно, достаточно сложная. Возможно, до школ не доходит информация о наших методических мероприятиях. И педагоги и управленческие команды не знают, что и как необходимо делать. Поэтому, коллеги из Управления образования Прилузского, если вы с нами, то, пожалуйста, обратите внимание на школу своего муниципалитета. Мы неоднократно писали всем муниципальным координаторам. За 2 дня до окончания анкетирования мы звонили в те районы, в которых не все школы принимают участие. В Прилузске на тот момент вообще ни одна школа не заполнила свою анкету. Вот после нашего звонка 4 школы заполнили, остальные школы пока не заполнили. То есть все зависит, конечно, от работы муниципального координатора на уровне муниципалитета. Коллеги, работа с обучающимися. Только одна школа из 4 принявших участие в анкетировании чуть-чуть попробовала поработать с электронным банком заданий по финансовой грамотности. Остальные направления не задействованы. Бячево, Летка и Ношель не включали своих обучающихся в работу с электронным банком заданий. Сосногорск. В Сосногорске в анкетировании приняли участие 13 образовательных организаций, это 100%. Схема управления сформирована в 12 организациях. То есть пока не представлена схема управления в школе номер 4. Координационная группа создана в 11 организациях. СОШ-4 и Верхний Ижевский пока этого не сделали. Методическая группа в 8 образовательных организациях и внутришкольный план мероприятий во всех 13 образовательных организациях сформирован. То есть работа ведется, мы видим, да, достаточно планомерно, но есть отдельные образовательные организации, которые пока еще недостаточно активно включились в данную деятельность.
И для них, конечно, первым шагом, первым управленческим решением будет создание вот этой схемы управления, формирование координационной группы, методической группы и внутришкольного плана мероприятий. Сыктывдинский. Все 9 образовательных организаций приняли участие в анкетировании, но при этом мы видим, что есть еще над чем работать. Схема управления только в 6 из 9 образовательных организаций представлена. Не представили схему управления Шошкинская СОЖ, Выльгородская СОЖ имени Налимова и Импская СОЖ. Координационная группа создана в 4 образовательных организациях. Методическая группа в 4 образовательных организациях. При этом видим, да, что эти организации различаются. И внутришкольный план мероприятий в 7 образовательных организациях представлен на момент проведения анкетирования. Не представили внутришкольные планы Выльгородская СОЖ номер 2 имени Налимова и Палевицкая СОЖ. Так что, коллеги, пожалуйста, обратите внимание на данные школы. И если руководство школы присутствует, то первое управленческое решение, которое вы должны принять, это сформировать соответствующий управленческий цикл. Запустить его через формирование схемы управления, через создание координационной методической группы и формирование внутришкольного плана мероприятий. Сысольский. В анкетировании приняли участие 7 образовательных организаций, 100%. Схема управления во всех образовательных организациях сформирована, соответствующие документы представлены большинством образовательных организаций. При этом координационная группа сформирована только в 5 образовательных организациях. Не представлена соответствующая координационная группа ООШ имени Морозова из Межадара и СОЖ по Елдину. Методическая группа в 4 образовательных организациях сформирована, и внутришкольный план мероприятий не представлен школой Визинги. Остальные представили. Тоже есть над чем поработать, и управленческие решения соответствующие образовательные организации должны принять. Троицко-Печорский. 8 образовательных организаций, все 100% приняли участие. Схема управления в 7 образовательных организациях сформирована. На момент заполнения анкеты она не была представлена школой Комсомольска на Печоре. Координационная группа в 7 образовательных организациях сформирована, не представлена СОЖ Приуральский. Методическая группа представлена 5 образовательными организациями, не представлена ООШ Троицко-Печорск, Приуральский и Комсомольск на Печоре. И внутришкольный план мероприятий в 6 образовательных организациях представлен. Тоже есть над чем работать школами из красного списка на данном слайде. Начать необходимо именно с выстраивания схемы управления, сформирования координационной группы, методической группы и создания внутришкольного плана мероприятий, в который включать мероприятия по направлениям работы с педагогами, работы с обучающимися, работы с родителями. Удерский. Приняли участие в анкетировании все 10 образовательных организаций, 100%. При этом видим, да, что схема управления представлена в 9 образовательных организациях, не представлена Глотовская СОЖ. Координационная группа сформирована в 6 образовательных организациях. Методическая группа в 5 образовательных организациях и внутришкольный план мероприятий в 8 образовательных организациях. Есть школы, которым необходимо соответствующую деятельность организовать и управленческий цикл сформировать. Коллеги, очень важно, да, начинать свою работу именно с выстраивания управленческого цикла. Формулирование целей, задач, проведение диагностики обучающихся, проведение диагностики педагогов, выявление профессиональных дефицитов педагогов с тем, чтобы выстроить правильно методическую работу, выявление дефицитов обучающихся с тем, чтобы понимать, над чем необходимо работать, над какими умениями, навыками обучающихся. И затем уже мы с вами формируем внутришкольный план мероприятий на основании вот этих вот выявленных дефицитов и его реализуем. В Усть-Илимском районе в анкетировании приняли участие 11 образовательных организаций из 12. Школа номер 2 имени Жешевка не принимала участие, потому что реализует только основную образовательную программу начального общего образования. Из 11 организаций в 8 сформирована схема управления.
В 7 сформирована координационная группа, методическая группа и внутришкольный план мероприятий. То есть 4 школам необходимо еще данную работу организовать с тем, чтобы вся деятельность была выстроена в единой системе на основании управленческого цикла. Усть-Куломский. В анкетировании приняли участие 15 образовательных организаций из 17, 88%. И здесь мы видим, что не приняли участие Кибандерская СОЖ и Тимшевская СОЖ. Схема управления сформирована в 6 организациях из 15, да, то есть 9 организаций пока еще данную работу не начали. Координационная группа только в 4 образовательных организациях. Методическая группа только в 3 образовательных организациях. Здесь у нас зеленый список появился, да, те организации, в которых данная работа осуществлена. Это Азиякская СОЖ, Ручевская СОЖ и Керченская СОЖ. Внутришкольный план мероприятий только в 5 образовательных организациях. То есть, коллеги, если у нас здесь есть представители муниципального образования, управления образованием Усть-Куломский, пожалуйста, обратите внимание на образовательные организации своего муниципалитета. Возможно, не доходит какая-то информация до школ, возможно, школы не принимают участие в наших мероприятиях, мы это тоже проанализируем еще. И, коллеги, пожалуйста, необходимо в данных школах начать с первого шага, с принятия управленческих решений по выстраиванию схемы управления и созданию внутришкольного плана мероприятий. Усть-Цилимский. В анкетировании приняли участие 11 образовательных организаций, это 100%. При этом, видим, достаточно активно ведется работа по созданию схемы управления координационной группы и внутришкольного плана мероприятий. Пока еще несколько отстает Усть-Цилимская СОЖ имени Бабикова. Мы надеемся, что в ближайшее время коллеги сформируют данную схему управления, создадут координационную группу. И методическая группа представлена пока только в 6 образовательных организациях. И в данном красном списке представлены те организации, которые соответствующую работу должны будут осуществить, и это будет их первым управленческим решением по итогам самодиагностики, по итогам мониторинга. Итак, коллеги, мы представили общие результаты по всем муниципальным образованиям. Давайте пробежимся по вопросам. Мы видим, да, что всем хочется получить результаты по своему району. Да, как только мы завершим полный анализ, подробный анализ, все данные будут направлены в муниципалитеты. Так, еще вопросы есть. Вопросов больше пока не вижу. Приветствие. Коллеги, пожалуйста, если вы еще не обозначили свое присутствие на нашем сегодняшнем мероприятии, то, пожалуйста, в чате укажите свои фамилию, имя, отчество и организацию, которую вы представляете. Так, что же нам с вами необходимо делать по итогам самоанализа? Да? Прежде всего, мы должны определить те проблемные зоны, которые у нас пока еще недостаточно проработаны. Да? Если это работа с обучающимися, то здесь может быть, например, вы выявили такую проблемную зону, как дефицит внимания, формирование функциональной грамотности вне уроков. Действительно, подобная проблемная зона, она выявляется по тем ответам, да, которые давали руководители образовательных организаций по использованию различных форм работы педагогов по включению заданий для формирования и оценки функциональной грамотности в внеурочную деятельность, домашние задания. То есть важный момент, да, на что необходимо обратить внимание. И здесь в качестве мероприятий могут быть предложены, например, массовые мероприятия для обучающихся, конкурсы, олимпиады, квесты, марафоны и организация совместной работы системы общего и дополнительного образования по формированию функциональной грамотности. Мы видели в анкетах многих образовательных организаций, у которых есть точка роста, у которых есть кванториум, они как раз-таки вот эту возможность очень хорошо используют. Они отвечали в своих анкетах, что да, действительно соответствующая работа по проведению, да, работы по формированию функциональной грамотности на основе того оборудования, которое есть в точках роста, она ведется. Коллеги, мы с вами
понимаем, да, что не во всех школах у нас есть точки роста, не во всех школах у нас есть конториум, но у нас есть возможность организации сетевого взаимодействия. И мы можем задействовать ресурсы школ внутри муниципалитета. Вот это сетевое взаимодействие по совместному использованию ресурсов, которые были, того оборудования, да, которое было поставлено в рамках проекта «Современная школа», оно должно использоваться не только той школой, в которой оно стоит, но и всеми школами муниципалитета. Коллеги из управления образования, пожалуйста, обратите внимание на данную проблему. Выстраивание сетевого взаимодействия. У нас в институте проводится достаточно много мероприятий для представителей точек роста. Рассказывают педагоги о тех технологиях, которые они используют, о том опыте, как они организуют совместную работу. Пожалуйста, участвуйте в данных мероприятиях. И, конечно, тогда мы получим наш результат ожидаемый. Обучающиеся будут вовлекаться в разные формы занятий, не только на уроках, да, но и вне уроков. Организационно-управленческая деятельность. Здесь мы видим, что у многих школ не была проведена работа по диагностике функциональной грамотности обучающихся. Конечно, соответствующие данные о сформированности функциональной грамотности у вас отсутствуют. И тогда непонятно, каким образом вы вообще выстраиваете свою работу. Очень важно попытаться эту работу все-таки по диагностике осуществить. Если нет доступа в электронный банк заданий, можно скачать бумажные варианты с сайта Института стратегии развития образования. Они аналогичны, идентичны. Распечатали, с ребятами провели, оценили, соответствующий результат получили, проанализировали и выстроили систему работы на основании тех ошибок типичных, которые ребята допускают, да, на основании тех сложностей, которые у ребят возникли. И можем включить во ВСОКа оценочные процедуры по функциональной грамотности. Конечно, для того, чтобы принимать управленческие решения, нам необходимы объективные и достаточные данные. По направлению работы с педагогами и образовательными организациями мы видим, да, что наблюдается недостаточная готовность педагогов к формированию оценки функциональной грамотности обучающихся. Есть такая проблема. Как мы эту проблему разрешаем? Мы сейчас проводим анализ результатов исследования профессиональных компетенций педагогов, который на уровне республики проводился. В пятницу у нас запланирован соответствующий круглый стол по итогам диагностики. Мы уже подвели общие результаты по данному исследованию. Мы видим, что в целом по республике уровень развития профессиональных компетенций педагогов, он неплохой. Да? Он средний, выше среднего. Но есть, конечно, отдельные педагоги, принимавшие участие в данном исследовании, которые пока еще на сегодняшний день недостаточно готовы. У них еще пока недостаточно сформированы соответствующие профессиональные компетенции и есть над чем работать. Именно для таких педагогов мы будем выстраивать индивидуальные образовательные маршруты на уровне республики, в нашем Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а на уровне образовательной организации вы можете сформировать для таких педагогов индивидуальные планы профессионального развития. И, конечно, очень важно, да, чтобы педагоги принимали участие в практикоориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования оценки функциональной грамотности. Мы видим, что на сегодняшний день в исследовании приняло участие более 2500 педагогов, и примерно такое же количество, чуть больше, приняло участие в обучении по информационно-методическому модулю. Коллеги, мы предлагаем также для педагогов продолжить обучение. Да, информационно-методический модуль, он дает возможность получить сертификат, а чтобы выйти на удостоверение повышения квалификации, необходимо пройти еще проектный модуль. И вот здесь как раз необходимо педагогам провести диагностику обучающихся, проанализировать результаты диагностики и на основании результатов уже спроектировать некоторую систему своей работы с ребятами по выбранному направлению функциональной грамотности. И, конечно, очень важно
чтобы педагоги образовательных организаций принимали участие в методических мероприятиях на уровне республики, в тех семинарах, которые мы проводим, в тех семинарах, которые проводят наши партнеры, коллеги из федеральных институтов, из Института стратегии развития образования РАО, семинар по пятницам, который проходит в 11 часов еженедельно. Все ссылки есть на нашем портале по функциональной грамотности, и также серия мероприятий, которые проводят коллеги из Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Вся информация тоже на нашем портале она выставляется. И все это направлено на то, чтобы получить ожидаемый результат. Это использование нашими педагогами эффективных педагогических практик по формированию функциональной грамотности. Коллеги, еще раз я вам сейчас продемонстрирую наш портал по функциональной грамотности. Если вдруг вы о нем не знали или подзабыли, мы выходим через сайт Института развития образования, баннер «Функциональная грамотность» и попадаем непосредственно на наш портал. Без регистрации вам доступно большинство материалов. Это и нормативные документы, и информационно-методические мероприятия, банки заданий, методические рекомендации. Все на нашем портале представлено. Те мероприятия, которые уже прошли, вы можете в любое удобное для вас время просмотреть в записи. Те мероприятия, которые еще состоятся, вы можете также принять участие в режиме онлайн, либо просмотреть затем запись мероприятия. Те банки заданий, о которых мы говорим, они также все представлены на нашем портале. Мы уже здесь выложили весь наш республиканский план мероприятий до мая месяца, и вы можете принимать участие. Ссылки на конкретные трансляции, они будут выкладываться непосредственно перед проведением мероприятий. Так вот, банки заданий, да, это банк заданий на сайте Института стратегии развития образования, в котором можно распечатать материалы, банк межпредметных заданий, задач по финансовой грамотности на сайте банка, Сбербанка, открытие задания ПИЗа на сайте ФИОКа, открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности на сайте ФИПИ, электронный банк заданий РЭШ. То есть именно тот банк заданий, который мы используем для диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся. И, конечно, посмотрите, очень много методических рекомендаций представлено от разработчиков заданий по всем направлениям функциональной грамотности. Материалы можно найти. И наши методические мероприятия от партнеров. Вот тот самый еженедельный всероссийский семинар, который проводит Институт стратегии развития образования. Марафон функциональной грамотности, который в декабре провела Академия Минпросвещения. Вы можете также в записи просмотреть мероприятия данного марафона. Вебинары Академии Минпросвещения, вебинары от русского слова, издательства «Русское слово», в начальной школе, в основной школе. То есть все, что к нам приходит, вся информация, мы ее здесь представляем. Так, коллеги, сейчас можно задать вопросы, если они у вас еще остались. Сейчас я включу чат. Так, ну, вопросов больше я пока не вижу. Коллеги, можете свои вопросы задать в чате, либо вот сейчас можно уже по очереди включать микрофоны, подключать камеры и задать вопросы голосом. Подробный анализ по каждому муниципалитету мы представим в ближайшее время. Все будет направлено муниципальным координаторам и руководителям управления образованием. Так, коллеги, самое главное, да, какие выводы мы с вами сегодня должны сделать? Принятие управленческих решений по итогам мониторинга. Там, где работа еще не начата, эту работу необходимо организовать, сформировать
рабочую группу, сформировать модель деятельности, сформировать план мероприятий. Там, где работа уже ведется, необходимо эту работу продолжать, опираясь на данные диагностики профессиональных дефицитов педагогов и на данные диагностики обучающихся. Все должно быть взаимосвязано, все должно выстраиваться в рамках единого управленческого цикла. Коллеги, есть ли еще вопросы, можно их задать? Так, ну, видим, что вопросов пока нет. Благодарности, коллеги. Я тоже благодарю всех, кто принял участие в анкетировании. Практически 100% участия у нас во многих муниципалитетах. Коллеги, благодарю всех муниципальных координаторов, всех коллег из управления образования, которые принимали участие непосредственно в заполнении своих анкет и которые помогали в организации мониторинга в образовательных организациях своего муниципалитета. И это наша с вами общая заслуга в том, что много школ приняли участие в анкетировании. Нам есть что проанализировать. Мы видим те проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Это очень важно, чтобы мы с вами совместно, нашей республиканской командой, работали над повышением функциональной грамотности наших обучающихся. Всем спасибо. И будем продолжать совместно нашу работу.